Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я хотел бы посвятить это видео Анзору, убитого в Йемене. И в первую очередь я хотел бы обратиться к его родственникам и к его семье на чеченском языке. Далгеш доль мамихан, далгеш доль Анзоран, далдей халволь дал инхитам больцену, дал пурб дельчун дахум дацкой, дал динчунца рейс халдиштуй, духчоса собор хачдиша дуй, духум ладиша цанислох, ой, дахря. А далее, в тот день, когда убили Анзора, я общался с ним утром, он связывался со мной и рассказывал о тех вещах, которые происходили дома с его родственниками, как унижали его мать или убили брата и другие случаи. А также он рассказывал о методах, к которым он прибегал, рассказывая вот эти случаи. И я ему говорил, пытался уговорить, скажем так, чтобы он был осторожен, что те, которые считают себя властью на чеченской земле, попытаются его убить. Там речь шла уже о деньгах, переданных миллионах. Вот, была такая информация. Ну, он мне сказал, я больше беспокоюсь о семье, о своих детях, которых попытаются как-то очернить или корить в чем-то. Он мне так говорил, я более беспокоюсь о них. Так вот, но произошло то, что уже произошло, его нет с нами в живых. И меня трогает любая смерть, любая кончина своих сограждан, людей. И это действительно больно. Потому что все могло бы быть иначе. Но я хотел бы так задаться вопросом, почему все это происходит такое? Почему появился Анзор? Почему он так, не боясь ничего, явно шел на смерть? Что его двигало? Кто прошел через это, тот поймет. И не дай Бог пройти через такое другим людям. Это страшно, это больно, когда унижают твою мать, пугают твою мать, или избивают ее, или убивают твоих родственников, унижают их, оскорбляют их. Это все больно. И из-за таких случаев он, как он мне сам рассказывал, он начал такую деятельность, прибегал к таким методам. Я не оправдываю эти методы, еще раз повторюсь, но я считаю мужеством, что человек не боится, стоит на своей позиции и идет до конца. Вот что я сказал в своем предыдущем видео. После этого видео появились такие критики, которые мне писали, якобы я возвысил, поставил в ранг героев Анзора, хотя я другими словами говорил совсем о другом. Знаете, это героизм, говорить правду и умереть
даже вот отдать жизнь, говоря правду, это героизм. Я не понимаю людей, которые врут, лицемерят, предаются врагу, который убивал наш народ веками. Вот что, о чем надо говорить этим людям. И эти люди, которые всячески пытаются очернить его, я вот так открыто скажу этим людям, вы даже мизинца его не стоите. Вы даже пытались его очернить всякими методами, всякими словами. Я не буду называть эти слова. Нельзя было этого делать после того, как человека уже нет в живых. Нельзя. И эти люди, которые пытаются его очернить, сами находятся в таком положении, как-то хотят усидеться на двух стульях, смотрят в одну сторону и живут здесь и говорят совсем о другом. Имеют связи с домом, с ихним, так якобы называемой властью, то есть с этим режимом, имеют прямую связь. И то, что говорят они, и то, что говорят здесь те, которые очерняют Анзора, пытаются очернить Анзора, почему-то совпадает. Даже слова произносимые. Так вот, успокойтесь. Успокойтесь. И почему он прибегал к таким методам? Знаете, сложно пережить такие моменты в жизни. К примеру, я просто расскажу о себе. Я люблю свою родину, свою землю, свой народ. И не пустые будут слова. Я буду стоять на своей правде, на правде вообще до конца. И то, что я хотел рассказать, убили моего отца, убивали мой народ. И не дали захоронить тело моего отца. Знаете, это, да, больно. Таких чеченцев, которых не выдавали для погребения своим родственникам, очень много. Таких людей очень много. Я помню, это был 2004 год, когда дважды захватывались наши родственники по материнской и отцовской линии. Их держали сначала в Ханкале русскими, а затем в Хосиюрте, на их базе. У них там специальный такой концлагерь, где людей пытают, отрубают конечности. Люди там исчезают. И про эти пытки, которые они прибегают, говорить даже больно. Наслышан, знаю. К примеру, про тот случай, который я хотел рассказать в 2004 году. Представьте такую ситуацию: большая комната, такой зал, и там находятся все мои родственники. И там два брата моего отца, старшие, сестра моего отца тоже старшая. Она была старше, кажется, на 12 лет, примерно так. И представляете, перед братьями унижают ихнюю сестру, оскорбляют матом, всякими такими унизительными словами.
говорят, извините меня, сними одежду перед братьями, женщине 80 лет. Вот. И эти люди, эти мерзавцы, пытаются что-то сказать в адрес там Анзора или другого человека. Вот почему я называю таких людей в основном героями, вот, потому что я не забыл это. Также не забыли и другие люди, и не забудут никогда. Знаете, просто достаточно открыть YouTube, посмотреть, что пишут люди. Люди там пишут правду. Они поддерживают таких людей, будь это Анзор или другой человек, из-за того, что нет, знаете, когда он разговаривал, да, там он произносил какие-то слова, не эти слова не слушали. Нет, дело было в другом. Он говорил свое мнение, говорил тех методах, о которых я только что сказал. Но я это сказал такими красивыми словами. А он говорил это по-другому. Я не любитель кого-то оскорблять, и даже врагов не буду оскорблять. Я против этого. Все в руках Аллаха. От него никто не убежит, от кары никто не убежит. Каждый ответит за свои деяния. Вот. И опять же повторюсь, те люди, которые пытаются очернить Анзора или других людей, перестаньте сеять эту смуту, эту фитну. Успокойтесь, угомонитесь. Шутарштане доишту отъесовцу. И опять же, да помилует его душу, душу Анзора. Иншаллах, все убитые этим режимом и российской властью, иншаллах, они будут в раю.